Всероссийский молодежный межнациональный конкурс граффити «Разноцветная Москва» проводится уже в 3-й раз. В этом году он приурочен ко Дню России. Главная задача участников турнира – выразить свою гражданскую позицию. Тема конкурса – культурное многообразие России, дружба и взаимопонимание народов, Москва – многонациональная столица, объединение молодежи разных национальностей. У нас действительно сегодня настоящий межнациональный конкурс. У нас представлены команды из Киргизии, Казахстана, представители Организации Объединенных Наций по делам беженцев. То есть у нас настолько интересные участники. Участников, наверное, порядка 20. А так у нас 11, скажем так, рисунков будет. Главная цель – это чтобы ребята общались, невзирая ни на что. А для этого мы создаем условия. Они проявляют свое творчество, и они общаются между друг другом, они делятся своими какими-то эмоциями. Вот это, наверное, самое главное. Мы участвуем довольно-таки на любительском уровне. Здесь вокруг столько профессионалов, графичков. Концепция рисунка такова – это Москва и флаги разных стран. То есть то, что в Москве очень много разных национальностей, много разных культур, и они все вместе уживаются в этом мегаполисе. Видите, здесь ребята разных наций, и все вместе дружно рисуют. У кого-то там баллончик спросить можно или еще что-нибудь. Я думаю, что это укрепляет взаимопонимание между народами. На конкурсе граффити все для молодежи. Танцы, диджеи, битбокс, паркур, стритбол и многое другое. Всех участников мероприятия объединило совместное творчество, увлечение, интересы и, конечно, просто общение. Разноцветная Москва сплотила людей разных национальностей. Я грузинка и горжусь этим, и всегда буду гордиться. Я представляю себя как грузинку, то есть я всегда приобщаю грузинскую молодежь к выставкам, конкурсам. Просто, к сожалению, этот фестиваль, он молодежный, и не все умеют рисовать. А так я бы очень рада была видеть в любом качестве грузинскую молодежь, особенно в творческих проектах. Всегда пожалуйста. Это объединяет, на мой взгляд, и на самом деле в этом и есть преимущество этого проекта, то, что все национальности, их объединяет творчество, и это замечательно. Верико специально для конкурса «Разноцветная Москва» придумала логотип. Создала человечка, граффитера, граффитчик, то есть это человечек в образе этого направления, граффити. А саму эмблему, словосочетание, создавал другой мальчик. И мы сделали такой дуэт «Дружба народов». То есть я создала логотип, а молодой человек эмблемку, то есть Colors of Moscow. Победители конкурса «Разноцветная Москва» получили эксклюзивные подарки от дизайнеров, членов жюри, также кубки, книги. Все остальные участники-граффитчики были награждены памятными грамотами.